Вы смотрите программу «Твои люди Якутии». И у нас сегодня в гостях удивительный человек. Это ювелирный дизайнер, создатель ювелирного бренда Джемая. Просто какие-то потрясающие украшения. Мы сегодня обязательно их посмотрим. Это Мария Ефимова. И, конечно же, она наша землячка, якутянка. Мария, добрый день. Добрый день. Мария Ефимова – ювелирный дизайнер, победитель конкурса «Россия 21 век», который организовывали Гохран России и Министерство культуры. Она снискала популярность в Москве и за ее пределами своими оригинальными работами. Ее неповторимый стиль сочетается со смелыми конструкторскими экспериментами. Причем она не забывает и о традициях народа Саха. Ну, конечно же, первый у нас вопрос ко всем нашим гостям, чтобы они вспомнили о Якутии здесь, в Москве. Откуда ты? Вот, где ты родилась? Как прошло твое детство? Я родилась в самом Якутске. А вообще, если говорить о моем роде, то это Мегино-Кангаласский улус и Чурупча. Училась во второй школе, потом закончила ЕГУ на тот момент, перебралась в Москву. Но ты уже давно в Москве живешь? Я уже, да, больше 20 лет. Все-таки какие у тебя воспоминания из детства? Может быть, которые вспоминаются, которые греют Самые сердце? теплые, конечно, это бабушка с дедушкой, у них было большое хозяйство в Мархе под Якутском, поэтому все выходные и каникулы проводила там. Это запах парного молока, кёрчих по утрам. Вроде бы городская девчонка, но все равно деревня присутствовала, да, в твоей жизни? Ну да, это деревня, конечно, рядом с Якутском, но уклад жизни у моих бабушки с дедушкой был чисто деревенский. Был и булус, и хатон. А с дедушкой мы постоянно ездили на сенокос, вдвоем причем. Да, он косил, я сгребала. Но баловать меня тоже баловали, меня очень любили. Я старшая внучка у них, а в семье единственная дочка. Поэтому я не скажу, что у меня детство было каким-то тяжелым в плане труда какого-то или быта. В принципе, все было хорошо, но присутствовало вот это все, да. Если продолжить разговор о Якутии, ты же сейчас тоже ездишь в нашу республику и очень часто. Да, каждый год, в год по несколько раз. Просто как туристка, проведать родных. А в том числе, вот уже несколько лет я вожу туда москвичей знакомить со своей родиной. А в каком формате это проходит? В туристическом формате, да. Началось с того, что первая поездка была в 2021 году с Еленой Веселой, ювелирным экспертом №1 России. И она делает ювелирные путешествия по всему миру уже много лет. Как раз вот эти пандемийные годы начались и так далее, куда-то выехать было невозможно. И мы как раз тогда познакомились, подружились. И созрела такая идея, что надо ехать в Якутию. А что такое ювелирное путешествие? Ювелирное путешествие в себя включает знакомство именно с ювелирной историей этого места, куда приезжаешь, плюс знакомство с ювелирами, которые сейчас в современности там находятся, живут и творят. Ну и, конечно, туда туристические всякие места и так далее тоже входят. Достопримечательности. Да, и достопримечательности, и уклад жизни. Программу в Якутию я делала сама лично. То есть это не то, что я с каким-то турагентством договорилась и под ключ. Я ее сама составляла, сама делала весь маршрут. Конечно, я там подключаю людей, которые мне помогают на всем этом пути. Ну и какая реакция? Очень положительная. Реально всем очень нравится. Все отмечают нашу кухню. Чего я, кстати, боялась, потому что, у многих предвзятые все-таки отношения. Харта, наверное, не все любят, да? Знаешь, жеребят очень жалко всем, но едят. Со слезами на глазах. Почти. Даже печень сырую едят. А строганина, конечно, это индигирка и так далее, это прямо все за обе щеки. И кёрчих тоже всем очень нравится. А с ювелиркой что, с якутской? Конечно, знакомим с сокровищницей. Там все-таки и исторический есть уклад, как вообще, что у нас было, и весь масштаб добычи. Мне кажется, вот московской публике особенно интересно, наверное, в Якутии смотреть на национальные украшения, да, вот эти вот свадебные. Да, конечно, интересно. Из серебра. Да, и это интересно, и очки снеговые тоже у многих вызывают интерес. В целом вызывает интерес вообще уклад жизни. У многих отклик такой находит то, что в таких условиях, в то же время и занимались и тем, и этим, мы как-то красиво одевались, и все это на себе носили. Казалось бы, в такие суровые холода, в такое, зачем еще себя нагружать чем-то? Ты финансист по образованию.
да? Ну, да, экономист. Экономист, и долгие годы работала еще и в якутском поспредстве, да, еще, наверное, в других местах, которые не связаны с ювелирным делом. Да, абсолютно. Как это произошло, Мария, у тебя? Ну, когда я последние годы работала в якутском поспредстве, я была руководителем ВГБУ «Якутское поспредство». Ну, как ты знаешь, у нас здание на Красных воротах, большое, красивое. А так как Якутия славится все-таки бриллиантами, была поставлена задача там открыть ювелирный магазин. Это было сделано совместно с Комдрагметом Якутии. Собственно, оттуда немножко потихоньку все и началось, потому что привезли товар из Якутска, который был, ну, такого стандартного дизайна, так скажем. Я тогда еще начала потихоньку иногда что-то рисовать сама. Я с детства хорошо рисую. В принципе, в детстве я много шила, сама делала дизайн одежды, сама конструировала. У меня вроде со вкусом нормально. Я просто придумываю сама. А потом у меня случилось очень прекрасное событие. Я ушла в декрет. Соответственно, я ушла и решила, что мне надо эту историю продолжить, но продолжить, ну, качественно по-другому. Первым делом я поехала учиться в Таиланд. В AIGS, это Гемологический азиатский институт, очень старый, ему уже 47 лет где-то. Ну, такой он с именем и с репутацией. Там было очень интересно, мы ездили добывать сапфиры, видели, как облагораживают камни, то есть там очень много было практических таких вещей. А как добывают сапфиры? Я представляю, что драгоценные камни где-то с киркой в руках, значит, в Все пещере. правильно. Нет, сапфиры это все-таки не совсем пещера, они роют такие колодцы. Есть еще более такой способ, когда совсем поверхностные слои грунта. Мы и так, в общем, это делали. Но это тяжело или нет? Не, ну, конечно, если этим заниматься каждый день, every day и годами, это тяжело. А так, как бы, как съездили мы, и как их подобывали, это было очень весело и классно. А почему это включено в обучение? Для того, чтобы вообще понимали, что такое порода. Потому что ограненный камень – это одно, а видеть его в породе и понимать, ну, в сырье, да, как он вообще выглядит, и отличить его там от просто, ну, на самом деле не так это просто. И ты уже по-другому на это смотришь и понимаешь, как он реально выглядит, как, в каких условиях он добывается, это тоже, ну, и полезно в принципе как для расширения кругозора. Ну и практически в этом тоже есть знания. Смотри, вот первые работы, да, первые твои рисунки, которые ты сделала, и сколько времени прошло до воплощения? Ты на свои это средства делала же, да, или был уже какой-то? Да, инвестор? первую коллекцию я сделала вот вообще из серебра, это коллекция буквы, она у нас до сих пор существует и пользуется спросом. У меня тогда уже был один ювелир, и мы это вместе с ним сами сделали. Но это как хобби было? Начиналось, да. Но я уже тогда была с прицелом на то, что все-таки я буду бренд свой делать. Ну, сложно вообще начинать? Вот я про это хочу от тебя услышать. Как с нуля открыть, ну, бутик и презентовать свой бренд? Как это сделать? Ну, у каждого, конечно, свой путь. Ну, во-первых, все равно нужна команда. Один свой бренд ты не сделаешь. То есть личный бренд ты можешь развивать, ну, в соцсетях и так далее. Начинать без личного бренда, делать бренд, ну, чего бы то ни было, это нереально. У меня здесь в мастерской работает 3 ювелира. Вот это кабинет Рустама Юнисова. Рустам мастер по работе с титаном №1 в России, и это без приукрашивания. Сейчас мы с ним делаем браслет, вот он еще не совсем готов. Можно же, да, его это? Да. Это полностью ручная работа из титана. Ты догадался, что это? Нет. Око Саурона. Это Больше ленские ничего столбы. Да. Это ленские столбы, а вообще браслет называется сон шамана. Видишь, эта форма камня напоминает, ну, глаз. И вот этот вот дымок и перышко там внутри. Приглядись. Но я был почти прав, слушай, я и око увидел, и ленские столбы. Да.
А ты сама пробовала? Я сама, ну, пошлифовать и так далее умею, конечно. И вот такие, как заанодировать, зарадировать, это тоже все могу. А так, да. А так, ну, более сложная работа, но зачем это все портить? Это Иван Тесля. Как раз мы с ним вместе делали это кольцо, которое первое место заняло. То есть я автор дизайна, это сделано Ваниными руками. Сейчас вот вы видите работу, тоже работа с титаном. Мы делаем бомбические серьги. Вот титан выглядит такого цвета, он когда не анодированный. Вот родной цвет титана. И его можно анодировать в разные цвета. Ну, например, вот здесь мы применили синий. Ну смотри, я тогда вообще думала еще более о таком формате. Это не то, что вот прям бутик-бутик, а именно как вот такая небольшая мастерская, как ювелирное ателье, чтобы делать людям вещи, которые будут про них и для них. А как бы основной, наверное, посыл был такой. Здесь я выражаю как бы и свое творчество, свое видение, да, а делаю то, что мне нравится, и я хочу, чтобы люди это носили. А во-вторых, я помогаю людям, которые хотят вот что-то свое собственное, чтобы когда про них именно. А есть такой запрос у людей? Вот не проще Конечно. прийти в магазин и купить, что вот на витрине, что все вот носят? Знаешь, так было в 90-е, когда народ был голоден по всему этому. До этого же был дефицит всего. И поэтому любые простые сережки или колечко с любым камешком радовали безумно. Но за это время люди успели наесться. У всех уже вся база есть. Есть уже и то, что осталось от мамы, от бабушки и так далее. У людей очень большой запрос именно для себя, про себя делать. И индивидуальное, да, что-то? Да, и именно что-то индивидуальное, то, что не будет больше ни у кого. В чем сложность самая большая работы вот именно ювелирного дизайнера? Сложность в том, чтобы создать что-то интересное, то, чего еще не было. С другой стороны, все уже было. Еще, не знаю, 6 тысяч лет до нашей эры люди делали такие украшения, которые сейчас повторить практически невозможно. Естественно, очень важна насмотренность, потому что иногда ты думаешь, что «Ой, какой я молодец», а на самом деле это уже есть у этих, у этих, у этих и у этих. Вот, собственно, наверное. Вдохновение какое-то нужно, нет? Вдохновение, конечно, иногда бывает затыки с ним. Ну, не знаю, оно по-разному приходит. Иногда просто в процессе разговора с кем-то, иногда там, реально среди ночи. А иногда я просто беру пластилин в руки и начинаю лепить, и что-то появляется. Иногда это бывает прямо такой мозговой штурм, когда накидываешь мудборды, из этого составляешь и выходишь на какой-то результат. Маша, мы в святая святых, да? Можно так сказать? В Можно. твоем кабинете? Ну, это, да, первый уровень святая святых. Здесь мы, да, проводим, рабочие совещания, думаем о новых коллекциях, отрисовываем что-то. Вот что-то у меня пока в папке лежит, как нереализованное, недоработанное. А здесь же я отсматриваю камни. То есть работа здесь кипит. Ну и творчество тоже. Ну, здесь, да, больше творчества кипит. То есть ты здесь прямо сидишь, рисуешь. Да. Ну, мы же не просто так тоже здесь, да, с тобой. Вот. Я вижу тоже украшения. Это что такое? Да, это стилизованный линкебегер на гривне. Мунха называется. Он трансформер. То есть гривну можно носить отдельно. А эта часть становится браслетом. Ух ты, это интересно. И здесь очень, на самом деле, сложная работа. Видишь, здесь горячая эмаль проложена на всех этих. Имитация невода, да. Здесь, чтобы поблескивали чешуйки, бриллиантики. Как ты это все придумываешь, вот, если честно? Я не знаю. То есть это же нужно продумать не просто дизайн, нужно продумать еще, как технически это все Да, я будет технически воплощено. много чего продумываю, потому что, все, когда у нас одно время было достаточно много трансформеров, их все, технически продумывала я. И я в детстве очень любила конструктора. Ну, а было такое, вот ты придумала, пришла к своим ювелирам
Они говорят: Мария, это невозможно. Но мы потом вместе думаем, как это сделать, чтобы стало возможно. А почему ты все-таки решил вот сделать якутское какое-то украшение такое? Ну как, это моя культура. Потом мунха, мне кажется, для каждого жителя, по крайней мере, центральной Якутии, это святое. Я несколько раз была на мунха. Это, ну, действительно такое зрелище и завораживающее, и объединяющее. Там очень много смыслов. И караси жареные еще любишь, наверное. Очень люблю. Не, уху больше. А уха больше, да, нравится? Да. Несколько раз его хотели купить, но я не продаю. Ты это не продаешь? Нет, это я... Для себя? Да, может быть, только если... В музей? Да, а так нет. Мы вот видели уже некоторые твои изделия, да, они такие фантазийные. Они необычные, бросаются сразу в глаза. То есть это твой внутренний такой был запрос, да? Почему ты решила создавать какие-то такие вещи, а не больше, может быть, какие-то классические? Ну, конечно, я ради этого бренд и создавала, чтобы, ну, делать именно свое, то, что я хочу, потому что я не могла найти то, что мне нравится. Вы же участвуете в выставках. Расскажи немножко про ваши успехи. Мы в этом году победили во всероссийском конкурсе, который проводит Гохран России. Называется он «Ювелиры 21 век». В нем участвовало более 400 компаний, отдельных самостоятельных ювелиров, и было более 1200 изделий. Ну, несколько номинаций, и мы в номинации «Исполнительское мастерство и ювелирные техники» заняли первое место. О, и что это было? Это было кольцо, выполненное из золота, титана с параибой и бриллиантами. Называется оно «Созерцание», и сейчас оно находится на выставке от Гохрана России в Государственном историческом музее на Красной площади в Москве. Ну, когда объявили победителя, какие были эмоции? Да я не поверила, это тоже смешно. Конкурс проходил в 2 этапа. Сперва ты отправляешь фото своего украшения, а потом, если первый этап пройден, то приезжаешь в Гохран России, и там есть большой выставочный зал, там все выставляется в витринах. И несколько часов ждешь, пока комиссия из 13 человек все это посмотрит и сделает свои выводы. Ну, в общем, я пришла, все поставила, ушла. Прихожу там через сколько, в общем, в определенное назначенное время. Захожу, и у меня бросается в глаза то, что витрины такие прямоугольные, и сбоку у каждой витрины ну, А4 бумаги с распечатанным, в общем, описанием украшения, кто автор и так далее. Я смотрю, что на некоторых появились такие зеленые вот эти стикеры. Подхожу к своей витрине, стикеров нет. Тут девушка, ну, сотрудница Гохрана проходит мимо, я говорю: а если стикера нет, то это значит не отобрано? Она такая: ну да, стикеры типа на тех, которые отобрали для выставки, ну, для музея. Я такая: ну ладно. Говорю: тогда откройте мне витрину. В общем, я пошла домой. Мне открывают витрину, я забираю украшения, уже все сложила и иду на выход. И тут другая женщина мне такая: постойте, вы куда? Я говорю: ну, в смысле, куда? Домой? Она такая: вы же первое место заняли. Я говорю: так у меня зеленой бумажки нет. Она говорит: первое место ручкой пишет. А еще была у тебя недавно, да, тоже коллаборация, или как это называется, Аэрофлотом? В общем, сейчас мы продаемся на борту Аэрофлота, вот в Скайшопе. Мы есть в журнале Скайшоп. Для них мы сделали специально небольшую коллекцию бижутерную, посвященную Году змеи. Как выйти на Аэрофлот? Вот скажи мне, пожалуйста. Они сами тоже позвонили? Алло, Мария, мы в поисках. Просто они искали как раз новую бижутерию. Они не продают на своем борту ничего из драгоценных металлов и драгоценных камней. И когда они увидели, в общем, наши украшения, они сказали: так вы же можете что-то такое интересное создать, но бижутерное. В общем, мы попробовали, вроде получилось. А был какой-то период, когда ты думала, что не получится? Ну, это было практически в самом начале, потому что когда мы собирались сделать официальное открытие, оно было запланировано на 24 марта 2020 года. Соответственно, ты помнишь, наверное, эту дату прекрасно, да? Что начало произошло? ограничений. Это тот день, когда всех закрыли полностью. Соответственно, никакого открытия не состоялось. У меня было очень напряженное состояние. Мне пришлось брать кредиты, чтобы платить аренду и зарплаты людям, чтобы сохранить коллектив. Потому что как раз только всех набрала. Ну,
было непросто. Продаж онлайн у нас тоже не было, потому что мы еще не были известны, мы только-только собирались открыться. Соответственно, был полный зеро по всем фронтам. Вообще, конечно, это был очень тяжелый период, но у меня есть такое свойство, когда возникает ситуация, на которую я повлиять никак не могу, то я полностью собираюсь и как будто отключаю все остальное. И это был период, когда за весь вот этот вот карантинный период, когда все сидели дома, я не посмотрела ни одного фильма, ни одного сериала. Я просто занималась семьей, домом и самообразованием. Я очень много училась онлайн, читала книги. Ну и мы тогда жили на даче, слава богу, поэтому были прогулки хотя бы. Осенью мы ездили в Milano Jewelry Week, это миланская ювелирная неделя. Нас туда пригласили, тоже на нас вышли организаторы этого конкурса. Мы там представляли 2 украшения, которые посвящены Якутии. Ух ты. Как раз могу их показать. Давай. Это браслет Алгыс. Здесь 7 бриллиантов, золото, титан и внутри якутские древние руны. Здесь благопожелание на здоровье, любовь и деньги. А синее это что? Это титан. Титан анодируется. Титан чем хорош? Это, во-первых, это самый твердый металл на планете. Во-вторых, он очень-очень прочный, очень-очень легкий. А в-третьих, он анодируется. То есть есть специальный метод, когда его можно анодировать, причем в разные цвета. Но не совсем вся палитра, но много доступных вариантов. Например, вот эта брошь «Пух орла». Это тоже сделано из титана, полностью вручную, ручная гравировка. И это тоже анодирование. Сам титан, он такой серый. А эта серьга Каф тоже была представлена в Милане. Называется САС. Ну, это собирательный образ Лето якутского. лета, да, красоты якутской природы. Этот цветок я просто нарисовала от руки, не пытаясь имитировать там какой-либо из существующих. Это не сардана, в общем, да? Это не сардана, нет. И не подснежник. Вот еще из якутской коллекции эти серьги называются хомус. Они тоже выполнены из золота, титана и бриллиантов. Это вот большие, это бриллианты? Да. Даже страшно представить, сколько это стоит. Вот видишь, сзади золото. Тыльная сторона выполнена из золота. Здесь тоже есть и бриллианты, и красиво. Анфас весь из титана. Они спаяны между собой. Это тоже очень сложная техника, не все ею владеют. И вот мы в таком большом каталоге. Это каталог мировых дизайнеров. Вот выпускается 10-й год, Artist Art Jewelry. У нас здесь целый разворот. А бывает и не целый разворот? Да, бывает нет. Вот наш браслет Алгыс с рунами якутскими внутри. И серьга Каф САС. Очень много положительных откликов. Несколько галерей нам предлагали у них выставляться, но сейчас это не представляется возможным. Но в целом такой интересный опыт. А что говорят? Вот, например, я так понимаю, большой резонанс вызвал браслет. Да, браслет же даже опубликовали бесплатно в одном местном журнале. Ну, во-первых, он сразу в ассоциации сакрального магического чего-то. А когда узнают, что там еще древние руны, ну, очень большой интерес ко всей этой истории. Ты же выступаешь еще как эксперт, да? Лекции ведешь. Их в моей жизни было не так много, но я ездила на Тавриду, кластер, там читала лекции молодым ребятам. А в этом году, когда мы были приглашены в качестве специального гостя на якутскую выставку в Гохране, Якутии, я читала лекцию, давала мастер-класс, так скажем, студентам СФУ и АГИКИ. То есть по дизайну именно, да? Или по продвижению? На тему как раз «Как создать свой бренд». Ну, кому как не тебе рассказывать. Ты ездила в Якутск, тебя пригласили как эксперта, и какие твои вот впечатления?
Ну, вообще, ребята очень талантливые. И мы, беседуя с Никитой Андреевичем, это преподаватель как раз в СФФУ и в АГИКИ, наших ювелиров молодых растит, у нас появилась мечта сделать такой проект, который будет поддерживать молодежь в их начинании, для того, чтобы они не теряли в себя веру, шли дальше, развивались, и у них было больше возможностей, в принципе, для роста. Классная мечта. Да. Спасибо, Мария, что пригласила к себе и показала свои потрясающие работы. Я думаю, что якутяне будут все знать и гордиться. Спасибо тебе, Максим. Очень рада поучаствовать в такой передаче. И надеюсь, что моя мечта, связанная именно с взращиванием нового поколения якутских ювелиров, осуществится.